Друзья, всем привет! Это видео продолжение видео у Ильи Варламова про большую дорогу с мэром Ижевска. И в этом видео я вам покажу, что сделал мэр, а какие обещания он не выполнил. Первое, вот нас встречает ветхое жилье, достопримечательность Ижевск. Срок расселения, не позже 25 года, получается. Ну что, друзья, надписи как были на заборе, так они и остаются, ничего с ними не сделали. Ну, красивый переход, смотри, мне пандус нравится. Мне уже страшно представить, как здесь переходить ночью. Спускаемся в это подземелье ада. Получается два перехода. Один из них без света, другой со светом. Этот переход на самом деле какое-то адовое место, потому что в одной части перехода там более-менее освещение есть, а в другой части вообще никакого освещения нет. Темнота кромешная. Вот это еще днем более-менее, а вечером тут не только опасно, но и страшно переходить. Зачем вам заборы? Мы уже даже начали кое-где срезать. Итак, рубрика «Заборы против мэра». Здесь заборы мэр не убрал, 1-0 в пользу заборов. Заборы не убрали, но зато покрасили. 2-0 в пользу заборов. Обратите внимание, видите, женщина здесь, потому что у вас нет еще лавочек. Кстати, горожане об этом пишут. Да? И мы сейчас действительно начали на это внимание обращать. На протяжении всей улицы нету ни одной лавочки. Куда присесть? Даже учитывая, что есть остановка, даже здесь нет лавочки. Да, принимается. Даже пометку себе сделали. Вот остановка. Скамеек здесь не появилось. Стоят пенсионеры, ждут транспорта. Олег Николаевич, где скамейки? Скамеек нет. Ну что, друзья, мэр обещание по скамейкам не выполнил, поэтому мэру дизлайк ставим. А, кстати, вот от механической уборки улиц он мешает. По крайней мере, то, что он является концентратором сугроба, который здесь образуется, Да. это точно. Так, а это наша постоянная рубрика «Мэр против заборов». И, друзья, я вам хочу сказать, что здесь забора нет. Так что 2-1 в пользу пока еще заборов. Вот эти дома подлатали к приезду Путина, он был здесь за 2 дня до нас, поэтому они очень быстренько подкрасили главный боковой фасад, который видны, а фасад со двора, он вот как был не покрашен, так и остался. И вот здесь вот хорошо видна граница парадного фасада и фасад, который во дворе, до которого дела вообще никому нет. Что, до этих ворот руки не дошли. Фасады со двора так и остались не покрашены, не отремонтированы. Ну и колонны. С ними тоже никаких работ не делали. Что случилось? Догадайтесь 3 раз, кто виноват? Вы? Нет? Безусловно. Теперь внимание. Оп. Ничего не изменилось. Кто в этом виноват? Мэр Ижевска. Раз колонна. И 2 колонна. Так с ними ничего и не сделали. Это что же фантастика? Ведь кто-то сильно голову приложил к тому, чтобы вот так вот закрепить бетонную вот такую чашу. Вот на таком. Ну, вы видите, что я его даже рукой, да, могу погнуть? Но зато убрали штырь. Что с этим делать? Мы это будем менять. А это давно сделали? Насколько я знаю, это было сделано 3 года назад, но меняют это 3 каждый года год. назад. Меняют это каждый год, потому что вот Нет, так такие это надо все сломанные убрать и вещи. сделать нормально. Здесь тоже ничего не изменилось. Как на ротонде был скол плитки, так он и остался. Колонны не отремонтированы, поэтому мэру за это дизлайк. Только это дизлайк мэру, но не мне. Мне вы можете поставить лайк и написать комментарий. И обязательно расскажите про это видео, если вы смотрите из другого города, где был Илья Варламов и проводил такую же прогулку с мэром. Если местные блогеры увидят, то смогут пройтись по этому маршруту и показать, насколько мэр выполнил свои обещания. В Ижевске пока мэр не выполняет свои обещания. Мы, наверное, прошли уже пол маршрута, но пока что выводы неутешительные. Хорошо, мы на центральной площади. А он не пишет. Во, смотрите, Не все. работает. Не работает. А на английском тоже не работает. Все, видите, мы не можем уехать.
статично. Друзья, это табло на остановке, на площади, которое тоже инспектировали. И что я хочу сказать, что табло работает. Можно нажать «Республика». Вот, все нажимается. Аж закрыть. Это, кстати, старый фонтан наш. Дальше можно на клавиатуру выбрать, что-то написать. Табло работает. Браво, браво нашему мэру. Мы зашли в тупик. Смотрите, мы с вами гуляли. Да. И нам вот здесь, в этом месте, нам что делать? Надо перебегать дорогу. Давайте-то сразу, когда здесь будет переход. Да, здесь, наверное, все-таки надо делать его. Я думаю, что до конца следующего месяца здесь появится переход. А я сейчас нахожусь у того места, где мэр пообещал сделать пешеходный переход в течение месяца. И как думаете, что произошло спустя 8 месяцев? Здесь нужно поставить на паузу и для объективности показать комментарий мэра по этому переходу. Во время прогулки с Ильей Варламовым мы вели разговор о том, что там необходим такой переход. На самом деле, казалось бы, что стоит взять и нанести разметку. И когда мы вынесли этот вопрос на технический совет с тем, чтобы согласовать нанесение такого пешеходного перехода по улице Милиционной, мы получили рекомендации от наших коллег из ГИБДД, совершенно справедливые замечания и предложения, завершить, связать два участка тротуара вдоль, на той стороне, где располагается Генеральский дом. Там идет тротуар вдоль Генеральского дома, обрывается, дальше газон, и чуть ближе к улице Бородина он снова начинается. Так вот, нужно было замкнуть вот этот участок по газону, и такую рекомендацию наши коллеги ГИБДД нам выдали. Мы приняли это замечание, и в рамках решения этого технического совета сейчас летом приступаем к выполнению, к реализации этого проекта. Этим летом там появится тротуар, и от тротуара появится переход на противоположную сторону, пешеходный переход. Давайте все-таки запишем, вот этот забор тоже надо убрать. Он здесь вообще ни к чему. Рубрика «Мэр против заборов». 3-1. Заборы пока выигрывают у мэра. Кстати, что произошло? Здесь идет стройка. Так, а мы сейчас пойдем по грязи. Вы нас грязь привели. Мы идем по проезжей части. Я абсолютно открытый. Мы идем по проезжей части, и это, конечно, неправильно. Тротуар заканчивается здесь. Тут мэр тоже ничего не сделал. Как здесь не было тротуара, так его и нет. Придется идти, как и наши герои в видео, по проезжей части. Потом Что это это все такое? вот, ну, Вот. ну, это тоже вот парковка, да. Колесами все перемешано. Газонная парковочка у Дома пионеров. Так, давайте, что с ямами? Люди жалуются прямо вот со всем вот этим вот. Как в сентябре 2019 года, так в начале июня 2020. Ничего не меняется. Главная центральная улица Ижевская, здесь опять яма. Ну ладно, она здесь, она около Крокодила Гена. Крокодил Ген — это городообразующий памятник. Туда приезжают туристы, они смотрят. И скажите, какое впечатление у людей будет складываться об Ижевске? Вот такое вот? Это никуда не годится, и жители совершенно справедливо возмущаются. Завтра передадим мэру наше замечание. Ну что, Гена, отремонтировали тут дороги около тебя? Ну, похоже, что нет. Расстроен? Ну, очень жаль, конечно. Ну, что поделать. Вот она, вот эта многолетняя яма, которая как была 8 месяцев назад на этом месте, так она и осталась. Стабильность. Отсюда не выгоняют. То есть вам нужно, чтобы не гоняли? Вот там вот есть вот оборудованные на самом деле. А вот, Почему кстати, вы там места не торгуете? на другой стороне. Но тут много народу ходит. А, вы Понятно. хотите на самом проходном месте? Пенсионерский рыночек отсутствует. Некоторые торговые точки разбежались по разным углам. Ну, социальную дистанцию соблюдают, молодцы. А вы удачливый человек? Безусловно. Давайте купим лотерейный билет. Но выигрыш пополам. Дайте нам 2 лотерейных билета. А, все, я проиграл? Да. Что-то как-то... Ничего, Все даже отлично. денег. Спасибо. Мы проиграли. Проверили. Испытаем удачу. Ну, давайте попробуем этот. Что-то выиграли. Да, ух ты. 100 рублей. Возвращаю
Давайте еще тогда один. Ох, остановись теперь. Да, остановитесь вовремя. Что, стираем? Да, давайте. Разные. Разные. Все К разные. сожалению, Ну это ладно. билет без Руководство стоит. Смотрите, прямо у вас под носом. Верховный суд. Верховный суд. Завтра председателю сообщу об этом. Друзья, знаете, где я нахожусь? В месте, где можно поставить лайк мэру. Посмотрите. Вот здесь. За это можно поставить лайк мэру и председателю Верховного суда. С этим обещанием они справились. Здесь зачем газон? Его надо засадить чем-то, многолетниками какие-нибудь, посадить кусты, что угодно, травы, цветы. Во-первых, приятнее идти будет по тротуару. Во-вторых, у вас отпадет надобность вот в этом ужасном ржавом заборе, от которого, опять же, никакого толку нет. Вон у вас в детском садике, видите, они же не сделали забор между участками, они посадили вон кустики. Наша любимая рубрика «Заборы против мэра», и счет становится 5-1. Здесь забор так и стоит, только покрасили. Никаких кустов. По итогам у нас получилось, что мэр получил больше дизлайков, чем лайков. Конечно, это расстраивает. Вот, прошло 8-9 месяцев, и искать причины в том, что у нас 2 месяца был карантин, я думаю, бесполезно. Может быть, после того, как это видео разойдется по СМИ, по социальным сетям, мэру захочется исправиться, и то, что он обещал выполнить еще 8 месяцев тому назад, он сделает это, пусть хоть и спустя год, но сделает. Этому видео поставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий, обязательно расскажите друзьям. Спасибо за просмотр, друзья. Всем до встречи, пока.